Всем привет! Сегодня в нашем разборе мы погружаемся в захватывающую документальную историю. Историю трех архитекторов, которые, по сути, с нуля заложили фундамент современного Таджикистана. Знаете, за сухими названиями на политической карте редко видно реальные живые человеческие судьбы, и сегодня мы постараемся это исправить, чтобы понять, как именно рождалась таджикская государственность. Давайте посмотрим на эту цитату. «Построена на триумфе, стерта трагедией, восстановлены историей». Пожалуй, лучшего описания для нашей сегодняшней истории просто не найти. Она бьет в самую точку. Жизни Нусратула Махсума, Шириншоши Тимура и Нисора Мухаммада переплелись так тесно, что вместе они прошли путь от величайших вершин создания нации до самых темных, пугающих глубин политического забвения. И чтобы понять масштаб их свершений, нам нужно вернуться к самому началу. Итак, раздел 1. У истоков государственности. Чтобы по-настоящему понять масштаб того, что произошло в поворотном 1924 году, давайте посмотрим, откуда эти люди вообще начинали свой путь. Три совершенно разных человека из абсолютно разных миров. Махсум родился в 1881 году в Гармской долине, Мухаммад в 97-м, вообще в Пешаваре, а Шутымур в 99-м году в Бадахшане. Казалось бы, как их пути могли пересечься, но история распорядилась по-своему, и все они сошлись в одной точке ради создания единого государства. И детство у них было, мягко говоря, не сахар. Если сравнить Махсума и Шутымура, мы увидим поразительную картину. Оба выковали свой характер через тяжелейший труд и личные испытания. Махсум из простой дихканской семьи, с юных лет познавший суровые реалии сельскохозяйственного труда и трудовой миграции. А Шутымур вообще остался сиротой лет в 8 и уже подростком вкалывал простым рабочим на русских пограничников. Этот изнурительный труд дал им то, чего не выучишь ни в одном университете — абсолютное понимание нужд простого народа. А вот Нисор Мухаммад — это совершенно другой случай. Настоящий контраст. В Центральную Азию он прибыл уже как закаленный революционер и политический эмигрант, герой Третьей англо-афганской войны, близкий соратник самого короля Амануллы хана. Это же совершенно иной уровень политического опыта и лидерства. И вот этот крутой микс местного понимания выживания и международного революционного духа стал идеальной базой для будущих перемен. Переходим ко второй части – строители, политика и просвещение. Когда в 20-х годах из хаоса начала вырисовываться новая республика, встал огромный вопрос – как вообще строить государство? И они очень грамотно разделили этот монументальный труд. Махсум, по сути, стал первым руководителем страны, возглавив Ревком и ЦИК. Шутымур позже тоже занял пост председателя ЦИК и стал главным голосом таджиков перед руководством в Москве. А Нисор Мухаммад забрал на себя образование, стал наркомом просвещения. То есть первые двое строили и защищали государственный аппарат, а третий создавал интеллектуальный стержень. И тут стоит особо отметить невероятную смелость этих людей. Давайте представим июнь 1926 года. Шутымур берет и пишет письмо напрямую Иосифу Сталину. В тех сложнейших реалиях он аргументированно и жестко отстаивает культурную идентичность и экономические права таджиков в Центральной Азии. Это был поступок человека, который буквально не боялся ничего ради защиты своего народа. Тем временем, пока политические границы укреплялись в кабинетах, Нисор Мухаммад делал вещи не менее важные, просто в другой плоскости. Подумать только, именно он издает первые учебники на родном языке в 23-м и 24-м годах, такие как Алифбо. Он открывает школы, лично организует отправку самых первых таджикских студентов в престижные вузы Москвы и Ленинграда. И плюсом ко всему, его дипломатическая работа сильно помогла в важнейшем процессе присоединения Хадженского округа. То есть фундамент закладывался буквально по кирпичику. Раздел 3. Трагический обрыв. Репрессии 1937 года. И вот тут весь этот созидательный импульс внезапно разбивается о стену. 1937 год. Одна эта цифра уже говорит сама за себя. Политические ветра стремительно поменяли направление, и ледяной холод сталинского террора прошелся по всему Советскому Союзу, не оставив шансов даже тем, кто верой и правдой строил собственные республики. Достаточно просто услышать эти формулировки «подготовка контрреволюционных преступлений» и «участие в антисоветской националистической организации». Люди, отдавшие все свои силы, здоровье и интеллект на то, чтобы создать республику, внезапно объявляются ее главными врагами. Эти стандартные сфабрикованные штампы стали смертным приговором. Это цинизм и абсурд, который сейчас даже сложно осмыслить.
А скорость, с которой развернулась эта трагедия, просто шокирует. Июль 37-го забирают Махсума и Шатимура, 8 октября — арест Нисара Мухаммада. И к концу того же октября все 3 архитектора таджикской государственности уже приговорены к расстрелу и казнены. Карательная государственная машина безжалостно стерла основателей республики буквально за считанные месяцы. И что потом? Потом наступила глухая, тяжелая тишина. На долгие десятилетия их имена просто вычеркнули отовсюду. Из официальных документов, из учебников, из публичных дискуссий. Глядя на все это, возникает закономерный и горький вопрос. Неужели этот монументальный труд был потерян во времени и перечеркнут навсегда? Переходим к финальной, 4-й части — бессмертное наследие и признание. К счастью, историю нельзя обманывать бесконечно, она все-таки склоняется к справедливости. Истина об их колоссальном труде не могла быть погребена вечно. В середине 50-х годов лед наконец-то тронулся. Военная коллегия официально признала очевидное — дела были полностью сфабрикованы. В 56-м реабилитируют Шатимура за отсутствием состава преступления, в 57-м отменяют приговор Махсуму. Имена формально очистили, но по-настоящему глубокое историческое признание было еще впереди. Это самое признание, искреннее уважение и переосмысление их ролей наступило только с обретением страной независимости. По инициативе лидера нации Эмомали Рахмона их заслуги перед народом наконец-то получили ту оценку, которую заслуживали изначально. Насратуллу Махсум и Ширин-Шоши Тимур посмертно получили высшее и самое почетное звание «Герой Таджикистана». И сегодня их наследие — это не просто строчки в архивах. Национальная историография официально признает их основателями государства. В их честь названы улицы и образовательные учреждения, им ставят памятники. И есть что-то невероятно символичное в том, что улица в Душанбе, где по сей день расположено Министерство образования, гордо носит имя Нисари Сара Мухаммада, человека, который всю эту систему когда-то и построил. В завершение нашего документального разбора давайте зададимся одним важным вопросом. Что значит для будущего нации тот факт, что трагические истории ее основателей наконец-то рассказаны честно и с достоинством? Наверное, это означает, что честный взгляд на свое прошлое, каким бы тяжелым оно ни было, делает фундамент государства только прочнее. И восстанавливая историческую справедливость, мы навсегда увековечиваем память тех, кто отдал буквально все ради будущего своей страны.